Доброе благовещенское утро. Стоит наш одиночка, а вокруг тишина. А помните, что вчера вечером было? Обалдеть! На улице духота такая, влажность и духота. И всю ночь еще сегодня нас комары кусали. Ты это в салон же будешь убирать? Да. Все, до свидания. Юбилейная гостиница. Кстати, сейчас сразу, наверное, скажу. Вот там Алтан Буза и китайская забегаловка. Мы там кушали, обедали, ужинали. Нам прям очень-очень понравилось. Рекомендуем от всей души. Собакины тут спят. И вот тут начинается набережная. Фонтаны тоже спят сейчас. В общем, если вы едете в Благовещенск, останавливайтесь в гостинице «Юбилейная». Очень классное расположение. А у нас вот такое небо. Не очень приятное. По прогнозам, сегодня дожди в Амурской области. По-моему, даже обещали какие-то там грозы, да, порывы и все такое. Приамурская область. А, в Преамурье точно. Так, ну вот, все, мы готовы ехать. В общем, время 6 часов утра. Мы выезжаем из Благовещенска. 46 километров мы наездили по Благовещенску всего лишь. Особо никуда не ездили. Одометр на 0. Бак полный. И мы едем. Дальше. На Владивосток. Кстати, вчера вот ходила, гуляла. Такие там вот эти цветочки классные. Подсолнухи, не подсолнухи. Какие-то декоративные. Красота такая. Ну, вчера, конечно, была жаришка. Так. Сколько нам показывает? 19 часов ехать. Час 43 мы должны прибыть в Владивосток. Ну, мы как бы не торопимся. Ну, да, потому что заселение в квартиру, которую мы забронировали, с 14 часов. Поэтому нам не нужно туда срочно торопиться. Мы спокойно где-нибудь ночью поспим. Мы вчера на рынке, на каком-то китайском рынке, купили вот подушки и пледы. У нас их с каждой поездки, когда покупаем машину. То есть, когда со мной едем, да, Антон? Когда без меня, по-моему, вы не покупаете, да? Так спите. Мы без тебя не спим просто. А, вы без меня не спите? Нет, я всегда считаю, что нужно останавливаться, отдыхать. Зачем ехать куда-то, гнать? Поэтому у нас есть много пледиков дома и подушечек. Обращайтесь. Продавать не будем. Только инструменты продадим. Кстати, в Страннике мы раньше останавливались. В гостинице. Сейчас у него какие-то отзывы не очень хорошие. И, кстати, мест не было, когда я звонила. Мы едем по улице Ленина, по которой я вчера гуляла. Птичка. Убежал. Так, вот Антон еще вчера купил такой держатель. Какой-то он с зарядкой, да? Беспроводной. С беспроводной зарядкой. Ну, сегодня будем пробовать. Благовещенск спит. Через 300 метров на светофоре поверните налево.
вот деревянные домишки, про которые я говорила, и тут же новостройки. Мост через реку Зея. Поедем по мосту через реку Зея. Тут что-то люки делают, чтобы не торчали. Какой домик интересный. Улица Горького это. Белогорск, 125 километров. Слушай, ну так аккуратненько, чистенько все. Почему мне раньше казался ужасным этот город? Да, мне очень понравился. Мне всегда он казался страшным и ужасным. Сейчас он мне прям вот понравился. Хороший городок. А это же новый мост, по-моему. Не знаю, что-то какой-то я первый раз такой вижу. Река Зея. А там вот тоже есть мост через нее. Таком железнодорожный. Может быть. А мы по Зее как-то катались на катерочке, да? Когда катер покупали здесь. Когда-то, да, покупали катер здесь, в Благовещенске. И с дядечкой, который нам продавал его, мы катались. Это было в сентябре. Кстати, люди купались тогда в сентябре. Жаришка же была вообще Да, неимоверная. да, жаришка была точно. Нет, там автомобильный мост, Антон. Видишь, там машинки едут. Этот новый мост, видимо. Как здорово. Вон катер на якоре стоит. Ага, отдыхает. Там вон тоже катерочки стоят. Вдалеке. Ну, выходные. Сегодня какой день недели? Воскресенье. Воскресенье. Отдыхают люди. Такой длинненький мостик-то. Река широкая. Там цапля стоит огромная. Блин, не видно ее отсюда. Прямо в луже стоит в этой. Вон еще там одна. Ого. Рыбачат, видать. Береги себя, с любовью в жизнь. Как красиво написано. 4 августа 24 года, время 6:14. Тут что, кто-то не доехал, спать лег? Почему это транспортная безопасность? Мост охраняют. Зейский мост. Остановка. Ну все, пока-пока, Благовещенск. Едем в какую-то непогоду. Везде природа по-своему красивая. Смотри, здесь тоже утки. Сразу видно. Здесь не так их много. На предыдущих озерах прям море-море. Впереди камера на 70. Здесь совсем другая природа, чем по той трассе, где мы ездили в центральную Россию. Так сказать, Вот на это, запад. видишь, Это ворону, зверь, а нет, не ворону, слушай, какой-то зверек. Бурундук опять, наверное. Нет, не бурундук, наверное, какой-то другой, побольше. Тут как какие-то деревья совсем другие. Какие-то кучерявые. Очень красиво. Очень-очень много уток, а еще очень много гнезд на столбах. По всей видимости, аисты или кто-то там такие клювы торчат длинные.
выдавленное все было до такой степени. Получается, ладно, мы там опять какой-то зверек, блин, сбитый. Мы летели-то 1:40 там всего лишь, а люди-то летели с Иркутска до Владивостока. Он летел. О, глухарь. Глухарь. Ничего себе. Еще сбитый. Глухарь сбитый, ну. Давай супчик сварим. Супчик. Ешечку. Утром так интересно, как всегда, когда машин немного, вся эта тут живность вылетает на дорогу, скачет. Днем-то, видимо, когда машины едут, разгоняют, все равно не так видно. Ну, вторая фура нам сейчас встречается всего лишь. Пока. Ну все, проснулись уже, ребята. Но еще это, Время-то это еще не федералка. 7:30. Мы еще не вышли на федералку даже. У нас еще до федералки 60 километров. Мы так до сих пор не попили нигде кофе, чай. Так ни одной заправки даже нет. Я так чай хочу. Оказывается, так плохо без нашего термоса. Я хотела взять термос. Антон сказал, что Че, в сосну врезалась опять, блин. в сосну врезалась термос катать в самолете. Я говорю, а что такого-то? Он, ну там места он много не занимает, легкий. Ну мы вообще, как бы, если честно, думали, что у нас билеты без багажа. И вручную кладь мы там постарались много не брать. Не думали, там просто в билете это так зашифровано, что непонятно. Да, как-то не написано по-человечески там. Ну вот. А когда приехали в порт, оказалось, что у нас есть багаж. И теперь я без термоса страдаю, без своего любимого. Термос. А зачем мне второй термос-то? Тот-то мой термос. Тещенька мне подарила. Так-то мы с тобой вместе живем. Ага. Или мы с двумя термосами будем ездить? В один кофе, в один чай. Места в машине полно. Не могу разобрать, что тут на полях растет у них. Блин, проехали уже. То, что близко. Тут какое-то озеро. Лечка, рась. И не видно рыбаков. Нет, Сверху, удочки сверху стоят. видно было, ага. Сейчас не видно. Тут столько много удочек они там повыставляли. Это все еще Амурская область. Тетенька подметает рельсы. Ну, не рельсы, конечно. И заброшки тут есть. Райчихинск это. Или Новорайчихинск. Так интересно смотреть, когда вот большие дома, многоэтажные, На 50. разрушенные, заброшенные. Такие, наверное, в каждом регионе, в каждом районе есть. Вот тоже тут какое-то свайное поле было, разрушилось. Интересно, это что тут тоже что-то когда-то было? Там написано хлопкомбинат или что-то. Ну, там просто это вывеска такая вся затертая, непонятно, что написано. Это мы еще в
по Амурской области едем. Купим лом черных, купим лом черных и цветных металлов. Ох, ракет. Ага. Какие строения, такие машины. Народ куда-то идет в воскресенье с утра. На работу, наверное. Кто-то ведь в выходные работает. Такие прям старенькие здания все. Из прошлой жизни совсем. Мы же здесь с тобой ни разу не ездили. Нет, я... Мы заезжали со стороны Шимановска обычно там и выезжали туда же. А сейчас видишь как. Как-то здесь поехали, да? Ну то, что, видимо, короче, передача. Что там даже какая-то была красивая. Какая-то там гидроэлектростанция. Через 600 метров поверните налево. ГРЭС. Райчихинская ГРЭС. Загуглила. Райчихинск – это крупный центр угледобычи и энергетики. В Амурской области 165 километров от Благовещенска написано находится. Железная дорога. Проволока, плотина. Я говорю, что что-то тут какая-то, что-то такое интересное. Все, по всей видимости, проехали мы в Райчихинск. Так мы приблизились к выходу на федеральную трассу. Налево Чита. 1700 километров почти. Направо Хабаровск. 480. Поверните направо. И поехали. Тут сразу же на выходе на федералку заправка, кафе. Не, нафиг. Ладно, давай по-твоему поедем. Хотим кофе взять. Бензина у нас пока что достаточно. Так. Наша Стелла, Москва-Владивосток. Тут вон машин сколько много. Здесь у всех фотосессии. Фотосессия. Мы не будем фотосесситься. Мы едем дальше. Это у нас мост через что? По-моему, не Зиви. Я уже, по-моему, больше дорогу ту знаю, которая Да, я в тоже. Москву ведет. Сейчас здесь, правда, здесь Бурея. я вообще давно не была. Бурея, мы же были с Кремлем. Река Бурея. Какая большая река. Плотина. Вау. Точно плотина.
Он говорит, наваливает, вообще не чувствую. Реально, ой, здесь. Реально скорость вообще не чувствуется. Классная машинка. Мы прям кайфуем. Велфайр Вилечка наш тоже был классный. Но с правым рулем тяжело по трассе ездить. Тем более на дальние расстояния. Когда-то там, может быть, сутки едешь, еще ничего. А когда 5 суток в пути, это уже все равно усталость. И тут вот еще есть функция контроля слепой зоны, или как там, мертвой зоны. Нет, не сработало. Сейчас не было мертвой зоны. Сейчас попозже покажу. У нас такого не было. А нет, Антон говорит, на Лексусе было у нас, но я не видела. Он ее отключал в городе. Сейчас посмотрим, сработает система. Дин-дин. Сработала. Часто стали попадаться басики. Мед продают. А тут вон что. Ой, мамочки, она что, горела, что ли? Вот, пожалуйста, мед продают. Вот так вот пасеки прямо у дороги. И сейчас так будет часто-часто. Тут вот поставили, видимо, вывеску. Потому что так обычно едешь, не видно их, там они в тенечке в своих в деревьях стоят. А когда указатель есть, заблаговременно уже знаешь, что где-то здесь будет мед. Но Антон всегда у одного и того же мужика покупает. Сколько лет уже? Ну? Там уже проверено, да. Цветочный мед у него прям божественный. Вкуснее меда, мне кажется, быть не бывает. Машин много стало появляться. Вот время 9:40. Прям заездили во все стороны. Много-много. Всякие лесовозы ездят и трубовозы. Видимо, работают в выходные тоже. Вот опять мед продают. Вот указатели. Мед, соты. Сейчас чуть дальше посмотрю. Оттуда я знаю, где он точно. Да, вот да, он. вон он. Ага. Наш дядька. Что мы там разворачивались, помнишь, к нему возвращались? Да. Это получается, какой километр-то? А вот еще стоит. Нет, тот точно, с вагончиком наш. Да, без палаток, без всяких. Ну, тут много их. Говорят, что в Амурской области не обманывают. Здесь натуральный мед продают. Хотя, кто его знает. Мы, допустим, на Алтае, когда мед покупали, тоже нам сказали, что на Алтае липового меда быть не может, потому что липа на Алтае не растет. Но тем не менее его продают. Липовый мед. Вам, говорит, всякую фигню туда льют, акациевый. Но акациевый, он по вкусу отличается. Мне прямо не нравится акациевый. Не знаю, как его можно перепутать с липовым. А липовый я люблю. Точно тот наш. Архаринский мед, пасека. Короче. Потому что мы с Димой тогда ехали, мы его тоже проехали и тоже развернулись там. Да? Угу. Ну да, вот наш, он же почти последний был всегда мужик там. После него, по-моему, уже почти никого не было. Ладно, на обратном пути мы будем мед покупать, останавливаться, посмотрим. Спросим, какой у него километр.
обнаружить. До Хабаровска 384 километра. Затормозила, хотела прочитать, какой населенный пункт. Едем дальше. Мы въехали в еврейскую автономную область. До Биробиджана осталось 126 километров, показывает. На Роснефть заехали, тут 95-го нет бензина. Написано на техобслуживании. Будем лить 92-й. Инвалидные коляски. Деньги собирает. Короче, сейчас на этой заправке Роснефть. Антон изматерился. Ну не полчаса, но 20 минут точно простояли. Перед нами машина заправлялась. Мужчина с пистолетом стоит возле колонки. Женщина, ну, жена пошла туда внутрь и пропала. Он стоит с этим пистолетом. Пошел уже туда за ней, она выходит с френч-догом. Он на нее орет, типа, ты какого хрена там? Я стою за этим пистолетом, люди ждут, а ты... Короче, ладно, поругались, видать. Потом опять что-то стоят, бензин не льется. Она уже села в машину, ребенку этот френч-дог дала. Он в машину заглядывает, говорит, ты чё, блин, не льется-то? Она пошла туда, привела эту тетку. В общем, короче, что-то они там отщелкнули, защелкнули. Бензин полился. Антон ругается. И на всех колонках такая фигня. Что-то все какие-то тормозят. Пошел туда внутрь, пришел, говорит, конечно, блин. Она стоит там, говорит, и оплату принимает, и френч-доги эти жарит. А вторая пошла, говорит, курит. В дверь курит. В дверь курит, вместо того, чтобы обслуживать. А там народу полно, ну, прям полно народу. Фуры стоят, заправляются тоже. Очередь. Короче, у них тут анархия. Что хотят, то воротят. А мы едем дальше. У нас где-то 126, по-моему, километров показывала по 2 ГИСу. До Биробиджана осталось. Чай такой везде, на горках, на пригорках. Красивенько. Природа красивая, погода шикарная. Но во Владивостоке показывает пасмурно, временами дождь. И с 9 вечера ветер. И завтра ветер. Может, передумает. Красота какая. Все. За деревьями не видно. И паровозик с нами. Ну да, паровозик. Я их называю паровозиками. Я понимаю, что это поезд. Я хочу, чтобы это был паровозик. Поцарапал паровоз. Да. Паровоз лежит в больнице, ему делают укол. А кошара сидит дома, пьет какао с молоком. А дальше? Не помню. Запамятовал. Сидит кошка На заборе. на окошке. На окошке. Пришивает коту хвост. А сама его ругает, чтобы не лез под паровоз. Если кто не смотрел наше прошлогоднее путешествие, где-то в районе Канска мы пели эту песню. Ну, то есть я пела, а Антону было смешно, он ее эту не знал. Он не знал эту песню. А мне ее мама в детстве пела. Сейчас Я в детстве слышал, он уехал прочь на ночной электричке. Да, много машинок к 79-му региону. А мы тебя обогнали, ха-ха-ха. А он что-то добавил. У него красный свет там впереди. Чувачок на автодоме. Самодельный. Самодельный? Да, это самодельный. А, да?
Вон у него, смотри, там сзади вода плещется. А может не вода? Это, скорее всего, бак Вебаста стоит. Они же А, да? воздух, ну, отопление. О, паровозик. Чух-чух-чух. Маленький. Какую машинку большую везут, красивую, новую, как игрушечка, да? Только большая слишком. Снег бы убирать на такую. Ага, да. Целый дом уберет тогда. И мне еще трактор не подарил. Трактор. Вот подъезжаем мы к кафешкам. Мы здесь останавливаться не планируем. Где-нибудь в другом месте поедим. Посмотрите, какой здесь аншлаг. Как всегда. Легковушек много. У Коляна. А мы поедем дальше. Приятного вам аппетита. Что-то продают. Какие-то яблоки. А, картошку и веники. Картошку. Эх. С красной корочкой. С красной корочкой. Которая с Хабаровской. Веники с красной корочкой. А, картошечку. Да нет, с красной корочкой нужно хлебушка с маслицем. И хлебушка с маслицем. Кушать захотел, да? Я тоже. До Хабаровска уже дотянем, наверное. Ну да, тут уже маленько-то осталось. 100 с хвостиком, с маленьким. Продают ягодку, продают. Картошку. Мы любопытные, нам все интересно. Что где продают? Мы уже где-то к Хабаровску подъезжаем. Меньше 100 километров осталось. 70. 70? Хорошо. Железная дорога идет рядышком, все время нас сопровождает. Тут что-то машины поостанавливались. Все вместе, наверное, едут. Писать стали. Хабаровск, 69. Что тут продают? И опять картошку. Просто сейчас ехали. Там на остановке люди прям целые корзины грибов. Красивых таких продавали. Корзины, ящики. Я думала, опять грибы буду снимать. А нет, картошка. Ну-ка, что тут продают? Тоже картошку. Да что ж такое-то? Одну картошку. Такая картошка красивая, зараза. Мы уже к Хабаровску подъезжаем. И здесь картошка. Там еще помидоры продавали, такие огромные, красивые тоже. Я ж когда не включаю камеру, там что-нибудь интересное. А когда включаю, картошка. И здесь картошка. 500 рублей ведро. Это много или мало? Ну, 50 рублей килограмм, грубо говоря, если там 10 килограмм. Кабачок, овощи, ага. Кабачки. Вот кому нужны кабачки? Их даром никто не берет. Ну, блин, я бы поелся жареного. Ты просто голодный. С хлебушком, со свеженьким. Ну, я бы сейчас тоже не отказалась. С майонезиком, с чесночком. Взяли бы бабули, нажарили бы, вынесли бы бутерброды. Мы бы купили, да? Не знаю. Ну
если бы такая красивая бабуля, как той, у которой мы, как я. Антон, я тебя сейчас застрелю. Как та, которая клубнику в Бурятии продавала. Чистенькая такая, вся ухоженная. Хабаровск, 32 километра. Вот мы подъезжаем к Хабаровску. Тут прям движение такое активное. И поезда, и машины. И туда, и сюда. Интересно, что они такое везут в этих клетках? Утеплитель? Да, какие-то стройматериалы. Но я придумал, как быстрее доехать. Какие-то стройматериалы. Экологически чистые стройматериалы. Доски. А, точно, доски. Накрытые, чтобы не мокрые. Ага. Вот видите, кто-то строить будет что-то. Тут у поездов остановки есть, оказывается, вот эти пассажирские останавливаются. Машин много, такси. И мы въезжаем на мост через реку Амур. Народ отдыхает, купаются. Класс. На улице-то тепло. Погода шепчет. Кораблики, лодочки, катера катаются. Такая река грязная. Почему? Видимо, дно такое. Она прям коричневая. Что в Благовещенске, что здесь. Да вон на горы посмотри, что они красные, песок у них. И вот он тебе и А из-за песка, да. конечно. Там слева кто-то на глиссере друг за другом. А, ну время-то уже что? 3-й час. Народ домой возвращается с отдыха. Уставшие, надо после отдыха еще 3 дня отдыхать после тепла. Да. А вдалеке горы. Красиво. Туда поворачивать смысла нет. Стекло все заляпанное. Будем смотреть здесь. Ой, отсюда видно так протоки. Когда же через Лену мост будет, чтобы мы так ехали и кайфовали тоже? Смешно, да? Там они вообще втроем идут. Группа в полосатых купальниках. Такой симпапушный мост. Мы же тогда его ночью проходили. Оживленный. Нет, мы как-то утром с тобой оттуда, когда с Хабаровска ехали. Утром проходили. По замерзшим. Да нет, в сентябре. Да, в сентябре. Еще вода большая была, помнишь? Да, точно. Потом же здесь. Было вообще все затоплено. Тут все берега, острова. Сразу же после моста заезжаем на заправку. 95-й, 57, 52 стоит. На заправке, чтобы очередь не задерживать. Смотрите, кто стал справа, взяли шланг слева. Кто стал слева, взяли шланг справа. Еще и баки у них у всех слева. Смешные не могу. Ну, зато не задерживают.
Мы заправились. Сейчас через 500 метров поворачиваем направо на платную дорогу. Нет. Что нет? Навигатор так нас ведет. Сказал, через 500 метров поверните направо. Что нет? Да, мне надо направо здесь. Поверните направо. Ты же ему задал платную дорогу. А вот обход Хабаровска. Ладно, давай по-твоему поедем. А что он с тобой, блин, не дружит или что? Не знаю, что. Ты его Через попросил 500 платку? метров развернитесь. Всё, Алиса. отправь его. Маршрут Владивосток. Подъезжаем к платной дороге. Объезд города Хабаровска. Автомобильная дорога. 13 километров, 42 километра. Что такое 13 километров, 42 С километра? 13 по 42 километр. Ну, так, для тех, кто в каске. Платная дорога. А что будете? А? Мусоровозы тоже по платкам Но это ездят? еще не платно. А, да? Карла Маркса. Такая беленькая вся. Чистенькая. Пока-пока, Хабаровск. Расценки там. Начало платного участка. Ограничение скорости 90. Все, поехали. Ну что, там расплачиваться Сейчас. надо, да? Нет, здесь мы берем талончик с QR-кодом и едем. На другой стороне QR-код этот сканируем. А, Вот здесь наверху сделано под какой руль у машины, с какой стороны касса. Вот смотри, наверху информационные эти, ну, желтенькие такие. ага. То есть можно увидеть, какой у тебя руль. Справа руль или слева руль. Вот у нас слева руль. Видите, билет. Вот он билет с QR-кодом. — 110 ограничения. Ну, экономит она, конечно, времени до чертиков. Время 3:19. Ну, 15:19. Поехали. Все, кто на очереди на заправку стояли. Все с подушками такие едут. Вся бы дорога такая была, да? Да, я бы даже с Якутска заплатил, чтобы ехать до Владивостока по такой дороге. Полосы 7-4, кассир слева. Нам на 7-4. Ты видишь, 7. Да все, мы приехали уже, да? Да. Так быстро. Где 7-4? Время 3:15:31. рублей к оплате. Как с куста. Всё. Нас выпустили.
Хватит, говорит, ездить тут. По хорошей дороге. Ну. Что получается? 13 минут, 12 ехали. Подольше бы так. Ой, время-то, оказывается, где-то перевелось. В Хабаровске, видимо. Или где. На час вперед. Время-то не 15:33, а 16:33. Размотались. Ну, блин, там же еще стоит указатель. Оповеститель, что, внимание, опасный участок. А тем временем на выезде из Хабаровска небо затягивает. И мы едем опять куда-то, видимо, в дождь. Еще меня муж голодом заморил. Он мне уже 3 часа обещает поесть. У нас диета. А сам меня держит на строгой голодной диете. И хотя у нас есть поесть, конечно. Но я все еще надеюсь, что я что-нибудь горячего съем. Конечно, съешь. Сейчас подожду еще 20 минут. Потом скандал поднимут. Потом драться начну. Меня нельзя голодом морить. Я злая становлюсь. В принципе, тут дальше бесплатная дорога, тоже очень даже хорошая. Подожди, может, нас еще возьмут денег. Еще возьмут. Уют. Оттуда смотри, сколько машин едет. Много. Кафе какая-то печалька. Смотрите, какие огромные цветы. Они с меня ростом. Громадные просто, как деревья. Короче, драку смотреть будете? Если вы едете из Якутска во Владивосток, останавливайтесь в кафешках перед Хабаровском, потому что после Хабаровска тут ничего приличного нет. Либо какая-нибудь шляпа, либо вот сейчас какую-то заехали, фазан, там только выпечка. Выпечка симпатичная, конечно. Но старое масло воняет. Да, запах такой прогорклого масла. И очередь огромная стоит, видать, все голодные. Все также едут с той стороны. А дальше по Двагису ничего не показывает, никаких кафешек. Поэтому, ну, сейчас еще минут 20 проедем, потом покажу драку. Да, ну, минут 20 сейчас еще проедем. Если ничего не встретим, достанем свою утку пекинскую, если она еще не прокисла. И будем есть утку. Там какая-то Переславка или что-то деревня есть. Может, там магазин хотя бы какой-нибудь есть, хоть кусок хлеба купить. Давай нектаринку съедим. Нектаринка — это не еда. 20 минут терпи. Наконец-то мы заехали. Кафе «Аппетит» называется. Сейчас посмотрю в Двагисе, ссылку попробую оставить. Не знаю, сколько мы проехали, но часа 2 точно от Хабаровска. От окончания, от съезда с платной дороги. Вкусно покушали. Быстро. Главное. Вот тут есть такой маленький кусочек, где ремонтируют дорогу. Ну, он совсем маленький. Даже не дорогу, наверное, а мост, да?
кафе этого «Аппетит». Сколько мы там проехали, может, минуту? Ой, чуть час проехали, что ли? Нет, какой час? Мне кажется, минут 20 всего проехали. Так. Не критично. Слушайте, тут оводы, как птицы, блин. Огромные. Просто выходишь на улицу и летают такие огромные оводы. А еще когда едешь, летают бабочки. Вот эти вот черные, с огромными, как мои ладони, Как крыльями. мыши, Ну, Антон сказал, это дети летучих мышей. Они вообще просто громадные. Даже облуп не разбиваются, они просто улетают наверх и все. Они, короче, что-то жрут тут, вон эти оводы, блин, садятся на стекло. Я не знаю, лошади какие-то. Где таких взяли? С чего они тут едят? Что они такие жирные? Птицы, главное, мелкие у них. Воробьи мелкие. Вороны мелкие. По сравнению с нашими. Наши откормленные. Вон бабочка эта летит. Я не знаю, видно, не видно. Не видно, наверное. Просто я говорю, короче, у них насекомые как птицы размером. Чтобы их птицы не ели, они едят птиц. Ага, да. Вон вороны, они мелкие. У нас вот прям здоровые вороны, жирные. Ага, кто-то семечки выкинул, а они тут трескают. И машин не боятся. И машины сороки не боятся. Уже одна сорока, вот Царство Небесное. В Алтае захоронить. Солнышко светит нам. У нас сегодня с утра то солнце, то тучки. То дождик. Ну, дождик чуть-чуть там побрызгал утром маленько. Сколько там, в течение часа, наверное. Такой мелкий. Размазал. О, только помыли стеклышко. О, успел. Не засушил. Смотрите, ближе к Владивостоку икру начали продавать. Банки стоят, ну, стоят имитация. Конечно же, на солнце не будет. Ну и запрещено как бы. И все. вспомнили историю. Друг рассказывал, как его знакомый ехал с Владивостока, но также на трассе остановился купить икру, попробовал, вкусная икра, купил несколько банок, приехал домой, а там желатин, имитация икры. А они, паразиты, сверху кладут хорошую икру, настоящую, а внизу имитация. А человек еще покупал, говорит, в темноте вечером. Ну, в общем, денег она немалых стоит. И точно так же было со мной в Москве. Какую-то продавали, я не помню, щучью или какую-то икру в маленьких баночках, крашеную, под черную. И давали всем попробовать. И что-то она стоила какие-то вообще копейки, там 100 рублей, что ли, чуть ли не 50 ли рублей. Я еще думаю, как-то подозрительно так она дешево стоит. Попробовала, но она прям хорошая, икра вкусная. Думаю, ладно, потом куплю. Сейчас мне пока не надо. А перед тем, как домой ехать, я куплю себе несколько баночек как раз к Новому году. Угу. Пришла, давай гуглить, а там пишут, что как раз везде в Подмосковье продают вот такую вот икру, дают попробовать хорошую, а банки потом запечатанные отдают, люди приходят домой, а там... В новостях же показывают. Не гуглила. Нет, я загуглила, поэтому не стала покупать. А потом уже через какое-то время, да, то есть мы то ли где-то прочитали, то ли в новостях увидели. А тут я посмотрела еще специально, что за икру продают. Ну, как бы вообще хорошо, что у нас вот сейчас в наше время есть интернет, где можно посмотреть все, что угодно.
Также мы, допустим, ехали где-то, где там сгущенку все время продавали на дороге-то. Ну, это, по-моему, из Москвы в Сочи мы ехали на машине. И там где-то возле какого-то населенного пункта прямо стояли стойки, деревянные стеллажи, и там продавали сгущенку во всех объемах. Там 0,3, там 0,5, 3-литровые, вот все в пластиковой таре. Сгущенку белую, сгущенку вареную. Тоже потом почитал, но как бы я не любитель сгущенки. Почитали, оказывается, там людям дают, ну, они как говорят, что им дают вместо зарплаты сгущенку эту, они ее продают, но многие подделывают и продают всякую фигню. И вот про мед то же самое было, что мы купили мед, ехали уже из Сочи, когда в Москву, купили мед, остановили гаишники нас на посту и, ну, осмотреть машину. Открыли, они говорят: о, мед купили, да. А вы пробовали? Да, попробовали. Потому что, говорит, они там такие хитрые, они, говорит, дают попробовать с одной банки, а продают вообще, говорит, другое г. Поэтому везде нужно, как говорится, держать ухо востро. Черт его знает, что нам там подсунут. Да ладно, блин, просто г подсунут. Тоже еще отравиться можно. Так что вот рассказывала тут историй, а всего лишь-то икру увидела. У чувака на фуре что-то отвалилось. Палетника, видимо, это. Какая-то палка торчит. С веслом, короче, едет. Веслом гребет одним. Вот самое красивое время суток опять показываю. Красотища. Там прямо горы в дымке стоят. Так красиво. Блин, через камеру не видно так. Такое ощущение, что уже прям где-то рядом должно быть море. Подъехали мы в Лучегорск. Тут, по всей видимости, реверсивное движение. Закат такой. Вот Лучегорск. Проезжаем. Сколько мы постояли-то? 20 минут? Нормально. Тут водохранилище. Тут Приморская ГРЭС. Так, это что там впереди? Опять встали? Нифига, оттуда колбаса тянется с Владивостока. Мы-то как-то побыстрее проехали, а у них-то вон как. Там еще конца и края, по-моему, не видно. Таксисты наши якутские стояли втроем друг за другом. На хайсах, да? В чем они? Ног. На ног. На ногах стояли таксисты. Наших издалека видно всю дорогу. У них на крыше много всего. Смотри, Хайс 79 регион, на крыше ничего нету, кроме запаса. Да, сейчас если увидим 14 регион, как-то они так это едут. Много всего везут. Некоторые вообще даже едут, везут прицеп, и еще и на крыше целая куча всего. Воняет тут знатно. О, девушка за рулем грузовика, смотрите. Точно, мафия. Могилев. Ну, что-то долго они тут стоят.
воскресенье, видать, все равно еще там все с отдыха возвращаются. Куда-то едут Опять домой. все разрыли. Они что, золото ищут? Вот только закончилось, получается. Еще смотрите, на всех заправках вот такие вот небольшие, но все же очереди. Приходится стоять минут по 15-20. Сейчас, по-моему, подольше будем стоять. Потому что что-то люди заходят туда, выходят оттуда с пирожками, видимо, еще пирожки покупают помимо заправки. Вместо того, чтобы отъехать и подождать в сторонке. То есть не подождать, а отъехать в сторонку после заправки и сходить за пирожком. Или как его там называют. О, в бачке омывателя какая-то хрень у нас залита была. Ничего не видно. У Антона, главное, видно. А у меня ничего не видно. Смотрите, что творится. Комары или мошкара под каждым фонарем. Просто рой. Это мы не доехали Спасск Дальний. Тут какой-то рынок еще. Причем, который, по-моему, ночью работает. Там светится все, арбузы, дыни, какие-то овощи, фрукты, не знаю. Утром увидим. Кафе «Ласточка» там стоит. В общем, решили мы ложиться спать. Время час 12 часов ночи. Спокойной ночи нам. И вам приятных снов. Я решила выйти из машины. Во-первых, жара на улице. 23 градуса. Смотрите, что творится. Это просто трындец какой-то. Просто вообще. Ужас. Ужас. Их миллионы. Миллионы.